Я бы хотел, чтобы журналисты еще с ветерана послушали по поводу того, откуда вот эти цифры. Он бы более подробно бы сказал. Эльмира. Ну, если можно. Добрый день. Это цифры, акты, справки, которые проводили национальное движение в начале 70-х годов среди своего народа. В Средней Азии, на Урале, везде, где был весну наш народ. А по переписи этих людей, то есть опросов, было установлено, что в течение 1,5 лет на Висылке погибло 196 тысяч, ну, сейчас с хвостиком, людей. Это дети, подростки, старики, пожилые люди. Это составило 46,2% от всего крымско-татарского народа, которые были на Висылке. Это говорит о том, что, ну, кроме того, что здесь Рустем сказал, нет, цифры я могу не представить. Сразу же был опрос проведен, сколько у кого остались животные, вещи, дома, кто на квартире жил, все такое. Заодно был проведен и такой опрос. Сейчас я не хочу много у вас времени брать, но тем не менее 2-3 цифры скажу. По акту состава по опросу. Дети умерли, детей до 16 лет 81 127 человек, подростков от 16 до 18 лет 11 827 человек, женщин старше 18 лет 81 358 человек, мужчин старше 18 лет 51 159 человек. Эти документы были переданы в руководство страны, Политбюро, ЦК КПСС, карательные органы, ну, правоохранительные органы, так мы его называем, это КГБ, МВД, везде. И они в своих, какие бы ответы нам не давали, никогда не говорили, что эта цифра неправильная. Сколько судебные процессы проходили над участником национального движения, всегда участники национального движения при судебном процессе предъявляли такие обвинения государству. Ни один судья, ни один прокурор не сказал, что это неправильно. Не отрицали. Если 196 тысяч человек, это составляет 46%, нас выслали с Крыма не 190 тысяч, как говорят, 185, 190, 85, 195, это ложь. Нас выслали отсюда более 420 тысяч крымстатар, кроме тех, которые находились в трудармиях и на фронтах. Такие цифры тоже были даны всем руководителям страны. И ни одного опровержения таким данным не было. Поэтому они всегда говорят, вот вас столько, значит, выслали, а умерло там 20 или 30 тысяч, они признают, по своим официальным данным. Поэтому, уже говорили, над крымско-татарским народом провели геноцид. Это первый геноцид, если будем вот взять, крымско-татарского народа выслали корни. Ну, тут уже повторяться не буду, уничтожили культурные ценности, топонимику, все. Второй, сейчас дополню. Второй геноцид такой, можно назвать его культурный или как хотите, провели, когда на Украине был принят закон о гражданстве. То есть мы сейчас стали гражданами. Какой национальности? Юридически мы можем доказать, что я крымский татарин. Скажите, пожалуйста. Может, на мой облик или по фамилии? По фамилии могу быть и казахским татарином, и азербайджанским, я не знаю, кем угодно. Это считается тоже геноцид. Я так квалифицирую. Сейчас на 17 дней были в Киеве, там в официальных органах нам сообщили, дали дату, что 15, 16, 17 числа будет рассмотрен в Верховной Раде Украины проект закона о
депортированных гражданах. Не реабилитация целого народа. Речь идет о депортации частных лиц. Это нас, если примут даже в первом чтении, этот закон обратно же проведет еще третий геноцид. Я его так называю. Не избегаю это слово, потому что нас будут сравнивать гражданами, как греки, армяне, все. Это граждане. Их выслали отсюда как граждан, то есть депортировали. Потому что у них за пределами Украины есть свои государственные образования. У нас нет, это наша Родина. Сотни раз уже повторяли. Поэтому мы на 18 мая, предвидя это все, говорили, что будем настаивать, что приняли закон о реабилитации, восстановлении закона прав крымско-татарского народа, нации, а не депортированных граждан. Сейчас уже идут, позавчера, извините, вот пару минуточек, что идет передача «Перекресток», ведущий Нариман. 4 молодежные организации сидят, девушка и 3 парни. Что вы думаете? Язык надо изучать, язык. Если я свой язык не знаю, старик, уже мне за 70 лет, как я могу учить свою дочку, сына, а еще и внука? Да, я умею разговаривать. Ну как это? На бытовом уровне. Если не будет государственности, у нас нет театра, это курятник. Извините, да, это курятник, как национальный театр, это курятник. Газеты. Где наши газеты находятся? В крысятниках. Я не побоюсь сказать, да, заходите в «Голос Крыма», заходите в Крым, который мне нравится, он там не нравится. Яма Дунья, журналистов. Где наши культурные центры, библиотека? Есть хорошая библиотека у нас? Где искусство, чтобы показать крым-татарскому? Нету ничего, так и будет. Если не будет этого закона принятый. А молодежь учит их там наверху. Я обратно не хочу фамилии производить, но руководитель, так называемые отцы народа, воспитывает нашу молодежь о том, что а зачем закон для языка? А без закона что ты сделаешь? Оказывается, я должен у себя на родине писать, дайте мне класс 8 человек или 10 человек. Что за унижение? Вот такое воспитание идет молодежи. Я хотел вопрос задать. Уже 2-й раз я попал в цензуру. Обратно. Мне просит Лиля Халилова, по-моему, там сидит. Она говорит, дайте, скажите вопрос, я запишу, а после передам. Я говорю, включить прямо телевидение. Нет, у нас такой порядок. Я говорю, ты что, в этот интернет хочешь попасть? Или я говорю, Эльзару, вашему старшему позвонить. А, это, говорит, вы, да? Узнала, это 1-й раз проходил. Я говорю, это я, Эльдар Аметов. Она говорит, сейчас, с кем-то посоветовался там, я не знаю с кем, не могу говорить. Ладно, говорит, я вас включаю. Если бы я не настоял, значит, фильтрует. Что за телевидение, это 1-й крымско-татарский канал? Это не 1-й крымско-татарский канал, это коммерческий канал, хотя и за ним стоят крымские татары. Ну, можно долго говорить. Да и Крым не отстает от них. Ну, там вопросы мало задаются, можно. Но недавно вот здесь сидит, Шекербаев, я сейчас заканчиваю. Сейчас ты тоже поправлю. Крымско-татарский народ возвращается на родину уже 45 лет. А не 22 года, как недавно вот здесь сидит Шевкет Ганиев. Наш народ возвращается вот уже 20 лет. А куда дели 22 года еще? Ограбили народ, историю народа. Можно очень много говорить. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я отвечу еще. И в дополнение, ну, вы поймите, история этого человека очень многострадальная. Я хочу журналистов просто экскурс сделать небольшой. С депортацией вместе этот человек пережил 8 выселений из Крыма. То есть он настойчиво хотел попасть на историческую родину, жить на ней мирно, а его 8 раз выселяли. Дважды валили бульдозерами купленные дома. Просто поэтому эмоций очень много. Я хотел бы, чтобы вы помнили.